В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов. Такое заявление сделал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что это надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод исключительно экономической зоны России и может активно использоваться для альтернативных маршрутов экспорта продукции в дружественные страны. Президент поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающее централизацию полномочий по управлению Северным морским путем. За порядок организации движения судов в акватории Севморпути будет отвечать госкорпорация «Росатом», в ведении которой находится уникальный отечественный ледокольный флот. С каждым годом увеличивается интенсивность судоходства и продлевается период навигации. Сегодняшнее решение должно повысить безопасность мореплавания. Как отметил председатель правительства России, в рамках отраслевой стратегии запланированы амбициозные задачи. Они потребуют максимальной загрузки российских верфей на годы вперед, в том числе для наращивания арктического флота, серийного выпуска мощных атомных ледоколов, необходимых для круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Напомним, недели ранее Владимир Путин подтвердил намерение начать строительство Северного широтного хода уже в этом году. Работы должны начаться на всех участках будущей трансполярной железнодорожной магистрали, которая свяжет Салехард и Надым. Транспортный поток и развитие Севморпути открывают для нашего региона новые пути развития. Северный широтный ход увеличит грузооборот Северной железной дороги на территории Коми, снизит затраты на транспортировку. Уже при строительстве арктической магистрали понадобятся ресурсы региона, в том числе человеческие. Самое важное, что Республика Коми прописана в этот северный широтный ход, и особенно важно, что это наши северные города, в том числе и моногорода Воркута и Инта. Но не только, повторяю, эти города, поскольку общий объем финансирования более 100 миллиардов рублей, это как раз вот то, что затронет в том числе и на территории республики нашей, это более 1500 рабочих мест, новых рабочих мест, которые будут созданы в процессе реализации Северного широтного хода. Это более 20 миллионов тонн груза, которые будут перевозиться, и плюс транзитные пассажирские перевозки, которых сейчас просто нет. Но самое главное, это, конечно, новый виток развития экономики Республики Коми.